Добрый вечер. Вы смотрите программу «Якутия в деталях». С вами Надежда Саханская. Новый год – это всегда шанс начать что-то новое, воплотить мечты, изменить жизнь. Но чтобы идти вперед уверенно, важно понимать, что нас ждет. Еще недавно это было просто число в календаре, а сегодня время, которое уже готовится войти в нашу жизнь. Что оно принесет? Перемены, открытия или вызовы? Сегодня у нас есть уникальная возможность приоткрыть завесу тайны. Наши гости поделятся своими видениями грядущего, так что приготовьтесь к путешествию сквозь время. Валерия, Марина, добрый вечер. Здравствуйте. Я предлагаю, как это обычно бывает, если мы заглядываем в грядущее, то обычно подводим итоги года уходящего. Как вам кажется, какие глобальные тенденции в этом году выразились особенно ярко, и какой вектор, скажем так, затронул наибольшее количество людей? Я думаю, что... Извините, я волнуюсь. Конечно, я тоже немножечко, да. Глобальные тенденции 2025 года мы все понимаем, что у нас очень в развитие пошло это IT-технологии, Да. правильно? Сейчас везде включаются нейросети, роботы и так далее. Мы больше здесь подготовились к тому, что какие глобальные тенденции в 2026 году, да, какие сферы развития затронут, да? Да, давайте. Сфера развития — это у нас будут услуги, но услуги не все. Услуги будут именно в здоровье, и услуги — это те, которые не такие масштабные. Сейчас их нету, допустим, таких услуг, да? Ремонт обуви. Очень хорошая услуга. Да. А потом ателье, их тоже очень мало. Это будет востребованы в 2026 году эти услуги. А потом люди будут хотеть опоры какой-то. Земного чего-то. Земного, такого простого. Эти тоже услуги будут очень хорошо. Очень развивается у нас психология, да, в стране, потому что сейчас времена такие достаточно тяжелые для всех. Не только политические, но и жизненные переменные сейчас у всех, я думаю, всех коснулись, да. И поэтому и это очень хорошо, что люди начинают обращаться к специалистам за помощью, а не переживать внутри себя, грубо говоря, да, бывает, и уходить в депрессии, в апатию и так далее. Поэтому со стороны психологии тоже она достаточно быстро развивается. Образовательные услуги тоже сейчас. После того, что мы пережили, да, после 2019 года, да, получается, онлайн обучение, тоже все это идет в развитие. Да, также идет и телесная терапия, очень хорошо в развитии сейчас идет. В 2026 году она будет очень хорошо востребована, особенно групповые занятия. Давайте о телесной терапии немножечко. Что это такое? Телесная терапия, вы знаете, это то, что тело наше первое сигнал дает. Вообще оно показывает в человеке, да, где есть зажим, где человек устал. Наше тело, оно говорит на 100%. И даже если человек не хочет, допустим, ходить на работу, тело тоже об этом говорит. Просто человеческий фактор, ой, я не буду, я отложу это. Как обычно, человек откладывает на потом или на завтра. Но тело наше, оно безусловно говорит. И для того, чтобы не было телесных зажимов, есть телесные терапевты. Но ведь есть такое слово «надо». Иногда же приходится преодолеть себя и даже через «не хочу» что-то делать. Слово «надо», оно, конечно, существует, но когда это осознанно надо. Самое главное на 2026 год – это осознанность. Когда мы осознанно берем ответственность на себя, когда мы осознанно начинаем что-то делать. И это тех людей, осознанных людей, которые будут браться и делать, и все двери будут в 2026 году открыты. То есть осознанность, если я так понимаю, допустим, кто-то говорит, что надо выполнить какую-то работу, а я не просто соглашаюсь и иду ее делать, я прежде всего спрашиваю, кому это надо, Да. и надо ли это Кому мне. и для чего И это для нужно. чего? Да? Любая работа все равно к какому-то результату приводит. Даже если, допустим, мы не хотим, но все равно это же тоже в развитие уходит. Да? Если это новое, ты получаешь новые знания, к примеру, и так далее. Поэтому надо — это не всегда плохо. А будет ли 2026 сложнее, чем 2025? Будет. Будет. К сожалению, будет. А может быть и к счастью. Но
Сейчас я объясню вам. Будет для тех людей, которые цепляются за прошлое. 26-й год будет прямо каждого из нас человека подбивать тому, чтобы мы научились, чтобы мы перестроились и начали действительно действовать. Не болтать, а вот главное действие. Будет цениться действие. Ну, никак не разговоры. То есть вот как раз-таки в этом это такая вот, казалось бы, разница простая, но она в этом и заключается. Да, она в этом заключается. Давайте тогда заглянем немножечко в 2026 год. Марина, я знаю, что есть одно из ваших увлечений, да, это же можно так назвать, что астрология. Да. А вот есть ли какие-то такие явления, типа там, не знаю, ретроградный Меркурий, лунные коридоры, которые вот особо повлияют? Да, они, конечно, есть. И это как бы мое хобби, астрология, я ее люблю. Но все равно вот хочу зрителей предупредить, что несмотря на разные ретроградные Меркурии и так далее, все равно выбор всегда стоит за человеком. И не нужно как раз-таки в 26-м году скидывать все на эти вот лунные и вселенские, так скажем, явления. Да. Я вот на память не запомню, но Да, пожалуйста. да, у нас будет в 26-м году 3 ретроградных Меркурия. У нас будет в феврале 1, 26 по 20 марта пройдет. С 29 июня по 23 июля 2. И 3 с 24 октября по 13 ноября. Ну, ретроградные Меркурии, они сейчас достаточно модные во всех соцсетях, да, у нас все это есть. Что рекомендуется? Не рекомендуется как раз-таки начинать что-то новое, отпускать старое, никаких-то операций там сложных и так далее. Только все плановое должно быть. Но опять-таки Валерия меня здесь поддержит, то, что если опять это осознанный выбор смены работы, да, тот же самый, очень многие бывает, что вот я не в то время, это был ретроградный Меркурий, надо было переждать, а потом там подписывать что-то. Если это осознанно, и ты готов к этим переменам, то тогда все пройдет нормально. То есть не надо полностью на звезды полагаться. нет. Ответственность брать на себя. Ответственность, во-первых, человек должен брать на себя и действовать. Ну, мы же люди не любим, что кто-то виноват всегда. Ну, Здесь да. я еще хотела отметить, вот, когда готовилась к передаче, то, что крупное солнечное затмение у нас будет 12 августа. Вот, Что оно 26-го. несет? Да. Как раз-таки там могут быть более глобальные уже мировые какие-то изменения в политике и так далее. Поэтому вот в период с 12 августа вот, для нас, так сказать, простых смертных, которые ходим каждый день на работу и так далее, это шансы заявить о себе, какие-то перемены могут у кого-то возникнуть и так далее. И как раз в 26-м году эти перемены будут резкие. Не плавные, а очень резкие. Сегодня так, а завтра тебе нужно делать выбор. И вот к этому нужно быть готовым. Но тем не менее, если мы говорим про осознанность и немножечко про звезды, нет такого, что, значит, у меня ничего не получается, потому что, там, скажем, я скорпион. Нет. Далеко не в Нужно этом же верить дело. всегда, да, как бы я астролог, но я всегда верю в человека, несмотря на его знак зодиака. Как сохранить эмоциональное равновесие в 2026 году, учитывая, что этот год несет нам испытания? Ну, в первую очередь, я еще раз повторюсь, опора на себя. Это дыхание очень хорошо помогает, спорт очень хорошо помогает, ну и дисциплина. Дыхание имеется в виду, там, например, какие-то Дыхательная гимнастика. практики по Стрельниковой, например. Да. Хороший пример. Да, очень хороший пример даже. Тогда давайте еще немножечко поговорим о финансах, потому что бывает вот под занавес года, когда начинаются банкеты, много кто поднимает тосты за то, чтобы росла зарплата, сразу чувствуется вопрос наболевший. Какие финансовые стратегии будут наиболее удачными? Здесь, пожалуй, я тоже могу ответить, потому что я долго связана была с финансовой сферой. Вообще, на самом деле, все зависит от целей человека. Поэтому рекомендации и советов здесь давать категорически запрещено вообще в принципе. У каждого индивидуально. Да, опять-таки не перекладываем ответственность друг на друга, да, кто что хочет и кто у кого что есть, имеется, да. Поэтому здесь, допустим, я от себя не могу конкретно сказать, что вот вам надо сюда положить, там купить, тут купить, потому что время такое у нас резко меняющееся. Поэтому если вдруг нужно все-таки
действительно какие-то выбор делать, да, или решения принимать, то лучше обращаться уже конкретно к специалистам, да, в финансовой сфере. Но и то могу сказать со своей стороны, что они рекомендовать и советовать тоже не могут. Мгм. Вот, кстати, о советах. Валерия, до начала программы вы сказали, что бывают люди, которые приходят, ну, не с очень умными вопросами из серии «Купить ли мне телевизор?». Да. Вот это же не очень удачная финансовая стратегия. Ну, в смысле, купить-то можно, но не обязательно идти с этим вопросом к специалисту. Да, не обязательно идти к специалисту, но это люди-тревожники, это в тревожном состоянии. Когда человек у тебя спрашивает элементарные вопросы, да, Валерий, вот я хочу в этом месяце купить телевизор, стоит ли покупать этот телевизор? Этот человек, ну, во-первых, если мы будем оценивать это в тревожном состоянии, и человек не несет сам ответственность, он перекладывает на меня, что я скажу. Ну, тут вот нужно очень аккуратно работать. Посмотрела и говоришь ему, если тебе он необходим, и была запланированная у тебя покупка, естественно, покупай телевизор. То есть полностью на откуп вот это мы не отдаем. Нет, ни в коем случае. Потому что у людей есть такая привычка, они потом обвиняют. Так, Это уже проверенный этап, Да. потому что ты мне сказала так, я сделала так, а у меня получилось не то, что я ожидал. Они ожидают все равно другого. И иногда даже они не делятся действительно тем, что внутри. То есть честность не всегда, как сказать, не у всех людей честность, так Ожидание сказать, и да, реальность. развита. ну есть же, да, своя голова на плечах. Ну, вот, допустим, мои девочки, которые у меня есть в группе, да, с которыми я работаю, я бы прямо, ну, я за них вообще очень рада. Они за год, за этот год, да, такую глобальную работу над собой проделали. В первую очередь изменись сам, и все изменится вокруг тебя. Правильно же? Да. А самая тяжелая работа – это ты, когда работаешь над собой, над своими эмоциями, над своими подступками. Все ты учишься, как ребенок, заново ходить. Это очень тяжело. Ну, вот мои девочки все молодцы. Прежде чем мы продолжим нашу беседу, хочу напомнить нашим зрителям, что работаем мы в прямом эфире, и задать вопрос гостям нашей программы можно по телефону 42 14 39 или же написать по номеру горячей линии в мессенджере Telegram 914 235 0502. Продолжая тему финансовых практик, вот вы отметили, будет 3 ретроградных Меркурия в грядущем году. Стоит ли как-то в это время делать крупные покупки? Если они не запланированы, то лучше не стоит. Ага. И крупные покупки, смена работы, да, какие-то резкие движения в финансовой сфере, ну, обычно в ретроградной Меркурии это не делают. И если это планово и уже запланировано то тогда да. Ну, не нужно откладывать вот это все. А резких движений лучше не делать. Лучше еще раз запланировать на будущее, проанализировать и так далее. Ну вот где деньги, там и работа. Представителям каких профессий, на ваш взгляд, наиболее повезет? Вот вы отметили, что да, ремонт, ателье. Да, ремонт ателье повезет, да, допустим, ремонт обуви, кто откроет, очень хорошо пойдет. И психологам, практикам. Это очень хорошие такие ниши будут у нас. Но у вас ведь многолетний стаж работы. Получается, что вы, вот обладая такой долей экспертности, уже чувствуете конъюнктуру рынка. То есть вот так навскидку можете говорить, что действительно будет востребован, и оно действительно выстрелит. Бывало ли такое прежде? Нет, ну, бывало. Я работаю уже как 20 лет с людьми. Да, бывало. Но если, допустим, приходит индивидуально ко мне на консультацию человек, и действительно у него с таким запросом я хочу открыть бизнес, какой? Вот я рассматриваю 3 варианта, да, бизнеса, и мы везде смотрим по человеку, какой ему действительно подходит. А самое главное — любить свою работу, ту, которую будет открывать, чтобы ходить с наслаждением на работу. Ну да, тогда ни разу ни дня в жизни не придется Как работать. будто не работаешь, да. Да. А если мы говорим о звездах, кому-то из знаков зодиака повезет с карьерным ростом? Я верю во всех. Ну, я бы выделила 3. Это раков я бы выделила, да, поэтому им нужно смело заявлять о себе. У вас все получится, потому что, ну, год такой для вас будет хороший. Овнов я бы тоже выделила.
резкий, может быть, карьерный рост у кого-то, да, какое-то резкое изменение. И у рыбок могут быть исполнение их заветных желаний. Здорово. Ну вот для себя я эти 3 знака выделила. Вот, да. я потому что думала, что вы отметите все 3 огненных знака, потому что грядущий год — это год огненной лошади. А тут, получается, воздушный у нас рак, а рыба — это вода. А еще, то есть топ-3 ваш вот такой. Ну, для меня, да. Земных просто нету ни одного. Земным знаком и так все хорошо. Я сама земной знак. Потому что, да, это год заземленности будет, да, поэтому земные знаки как раз-таки они заземленные. И осознанные, я надеюсь. А так, все равно, да, как бы я верю в то, что не все зависит от знака зодиака. Ну, ладно, вы просто уже это отметили, но Да. я хочу задать вопрос. Написали нам, сейчас мне подсказали. Я знак зодиака Весы. А мне повезет? Повезет. Весы, вам повезет? Да, если вы осознанно подходите и отпускаете прошлое в 26 году. И, конечно же, весам в том числе не нужно бояться проявляться в этой жизни. Стоит ли в 2026 году менять место работы, открывать свое дело, переезжать, возможно, куда-то? Если это осознанно, можно, даже нужно. Как понять, когда появляется благоприятное окно для такого решения? Как понять, да? Ну, когда человек действительно уже хочет, и у него уже почва подготовлена. Следующий год у всех должен быть осознанно плавный переход, никаких резкостей. Иначе они могут попасть в воронку. Это от человека. Мы же люди все энергетически разные люди. И поэтому всем надо потихонечку. И следующий год — это у нас фундамент. Мы залаживаем фундамент. А если, допустим, если мы строим дом, и фундамент у нас плохой, дом же не будет долго стоять, правильно же? Поэтому заложение фундамента, оно должно быть осознанно, определенно и действительно от души. Есть ли, скажем так, какие-то практики, какие-то ритуалы, какие-то действия, которые помогут гармонизировать энергию года грядущего и избежать негативных влияний? Допустим, мы все привыкли загадывать желания, да, писать, Вот, да, кстати, об писать этом. на листочках. А в этом году я бы посоветовала чуть-чуть по-другому. То есть как по-другому? То есть не писать «я хочу машину, я хочу квартиру», а написать, допустим, если человек открывает бизнес, я хочу, чтобы Вселенная мне открыла возможность, или двери можно написать, мое развитие. Надо ли добавлять при этом, я в интернете просто читала, там, с минимальными потерями для меня, или вот это что-то добавлять? Нет. Каждые потери, да, в 26-м году, это будет как нам урок. Понимаете, да? Потому что мы люди, мы каждый раз живем, мы учимся. Люди всегда, когда что-то плохое, неприятное происходит, мы всегда говорим, за что нам? А мы должны спрашивать, для чего нам этот урок, да? Для чего, допустим, ногу сломал? Надо же Может быть, для того, чтобы, кстати, замедлиться. Да, замедлиться. Тело, тебе сигнализировало, ты не обращал внимания, давай мы тебе устроим так. Вселенная поглядела и говорит, сейчас я тебе сделаю. И ты ломаешь ногу. Смотря еще какую. Если с левой стороны, это по женской. Женщина, левая сторона — это у нас женская сторона, я сейчас скажу, а правая — это мужская. Если человек ломает, девушка ломает, допустим, левую ногу, ей говорит, давай становись девушкой. Что ты как мужик даже все на так. себя взгребла и побежала делать я сама. Там надо разбираться. А если, например, мужчина, скажем, ломает руку правую, да, это же мужская сторона. Да, это мужская намек ему сторона. на то, чтобы он стал еще мужественнее? Это намек, то, что он должен уделять себе. Руки это мы делаем, как мужчина поступать, как мужчина что-то, он, значит, не соблюдает, если он Что-то ломает. не по-мужски. Что-то не Даже по-мужски, так. да. Такой момент немножечко из психологии. Есть же люди, которые наносят на свое тело татуировки. Да. Я считаю, что это личное дело каждого, нет в этом ничего плохого, но ведь тоже некоторые выбирают сторону на левой руке, на левой ноге, на правой стороне. Вот говорит ли это о том, что каким-то образом они пытаются проработать что-то внутреннее в себя? Обязательно это говорится. Каждая
татуировка, как и у меня. У меня у вас тоже есть? У меня тоже есть. Сова. Она несет символ, да, и человек сам выбирает. Но есть, когда в первой половине жизни делают татуировки неосознанно. Вот я сделала, мне было уже 40 лет, я сделала только. А когда делают неосознанно, люди молодые, очень много татуировок, они нарушают свою ауру, скажем, свою энергетику. Каждая татуировка должна осознанно наноситься. Это наше тело, мы свое тело должны уважать. Тело храм, как говорят. Да, конечно. А вот про осознанный возраст, до какого периода это длится? Так, если мы будем смотреть по линии возраста, да, человека, допустим, от года до 17 лет, до 17 лет, это еще идет первая половина жизни. Первая половина жизни – это вот детство, все 17, а с 17 и до 26 вообще на Земле по-другому, да, но если в энергетическом до 26 лет это еще ребенок. То есть многие еще могут... Все это называется вообще первая фаза. После 26 начинается вторая фаза жизни. Она идет до 36, у мужчин до 33, у женщин по-разному. А ведь обычно же наоборот, как говорят, девочки раньше развиваются, и поэтому, например... Это было там, в той энергии. Это было в той энергии. Сейчас все поменялось. Сейчас у нас есть такие даже молодые люди, да, которые очень-очень энергетически прям продвинутые, осознанные. Очень много таких. До 26 причем даже. Давайте тогда поговорим, наверное, скажем так, о правилах, о напутствиях, что поможет пережить будущий год благополучно. В первую очередь благополучно опоры на себя, еще раз скажу, потому что осознанность. Опять же, земная энергия. Да, приземленнее быть. И что касаемо здоровья. Вот здоровье, обязательно смотрите за своим здоровьем, это раз. И прогулки, и никакой нервозности, чтобы не было. Да, нужно Спокойно нашему воспринимать. населению, и вообще, в принципе, людям повышать свой эмоциональный интеллект, то есть и уметь оценивать себя трезво, да. То есть мы не должны и не переоценивать свои возможности, но и не недооценивать тоже, это очень важно. Потому что вот почему происходит выгорание, да, как Валерия говорила, потому что мы себя иногда переоцениваем, и все, и в омут с головой, грубо говоря, а наших ресурсов человеческих, да, просто не хватает, чтобы доделать дело до конца. Поэтому некоторые просто уходят, если открыл свое дело, обратно уходят в найм, да. Мы наблюдаем часто, переехали, возвращаются обратно и так далее. Вот поэтому нужно оценивать конкретно сегодняшнюю ситуацию, и если действительно что-то плохо, то принимать это плохо, а не делать вид, что как бы все хорошо. Такое тоже. То есть и ошибки уметь тоже исправлять и признавать их. Вот про трезвую оценку. Есть же в психологии такой термин, который называется проекция. Буквально это же человек сам себя в чем-то накрутил. И во многих моментах начинает видеть сплошь негатив. Как избежать вот этого? Просто не накручивать себя. Вот. Легко сказать, да? Вот я же говорю, работа над собой, вот это все осознать, да, это очень тяжело. Это знаете, как мы все, не все, многие ходят на тренировки, тренируют мышцы, кто-то худеет, а мозг — это такая же мышца, как и все остальное. И если мы начинаем работать со своей головой, то и в последующем наша психика, она умеет перестраиваться. Легко переключаться, допустим, с плохих мыслей на хорошие. Мы делаем одно, потом раз переключаемся на другое. Вот если кто-то, допустим, работает в многозадачности, мы же не родились такими. Это потому что нас вот так вот жизнь, грубо говоря, заставила, и мы умеем. Вот с нашей головой, с нашим мозгом все то же самое. То есть если вдруг проекцию, обвинение других, к примеру, да, недооценка себя или переоценка, вот как раз-таки здесь нужно тренировать и понимать, и уметь анализировать все, что происходит. Но, к сожалению, это многие не делают.
То есть, вот опережая вопрос, не зацикливаемся на негативном, да? Чего еще не стоит категорически делать в 2026, чтобы не навлечь на себя, ну, скажем так, неприятности? Тащить прошлое за собой. Не цепляться за прошлое, да, скорее всего. Не надо цепляться за прошлые отношения, за прошлую работу. Все равно уйдет. То есть этот год 26-й сам по себе такой, то что вот люди все цепляются. Ой, 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 как же иначе, да, не цепляться за прошлое? Но оно все равно уйдет. Все равно нам нужно будет перестроиться. Надо уметь перестраиваться. У меня сейчас возникло дежавю. Так. Как будто я уже... Ну, дежавю — это же такого Да. своего рода чекпоинт. Как будто мы так уже сидели. А вообще бы я разговаривали. бы порекомендовала замечать изобилие. Сейчас так все люди обесценивают. Очень много, ну даже я иногда обесцениваю. Замечайте изобилие. Вот возьмите себе, скажите, я всю неделю буду только замечать изобилие. Какая прекрасная вода, какой прекрасный стол. Как классно, что я на телевидении, да? Это здорово. Да, и вот тогда у человека он только будет... То есть в каждом человеке есть темная сторона и светлая. И свой ад, как говорится, и свой рай. И если мы будем в раю своем и замечать только рай, тогда и у нас и настроение. Нужно жить в 26-м году из состояния. А если у нас состояние будет хорошее, у нас будет все получаться. Наша беседа с вами очень интересная, заинтересовала одну из зрительниц, я так подозреваю, на звонок в студии. Добрый вечер, вы в эфире, задавайте свой вопрос. Здравствуйте. Хочу спросить, у меня знак зодиака бык. В следующем году меня какой год ожидает? Он с лошадью не конфликтует? Здравствуйте, спасибо за вопрос. Ну, вообще, на самом деле... Да, мы про восточный гороскоп забыли совсем. Ну да, гороскоп вообще, на самом деле, для каждого человека он индивидуален. Там же время обязательно учитывается, дата и так далее и тому подобное. Поэтому сейчас конкретно прям ответить, что грозит быку в 26-м году, я не смогу. Но я могу вам только пожелать, чтобы вы верили в себя, несмотря на свой восточный гороскоп. И даже если бык конфликтует с лошадью, он тоже копытная. Поэтому ждите, что у вас, скорее всего, в следующем году очень быстро пройдет год, и вполне возможно какие-то резкие перемены будут, так как бык у нас... Ну, я думаю, что он упрямый, да? Да, такой Не упрямый, зря же податься. агрессивный, да. Поэтому он чем-то даже похож на лошадь, ну, грубо говоря, по строению, поэтому... Просто упираться нельзя, а идти с улыбкой вперед. Бык же упирается. По поводу цепляться за прошлое. Есть такая вещь приятная, называется она ностальгия. Принесет ли это вред? Смотря какая ностальгия. Ностальгия бывает и хорошая, и плохая, правильно? Ну, если кто-то вспоминает, не знаю, там, приятное детство свое, что-то в Хорошо, этом, вот. да? Я же сказала, нужно жить из состояния в 26-м году. Чтобы это состояние вытащить из прошлого, хорошее, плюсовое, вы просто расслабляетесь, вспоминаете свое детство, момент, и вот наполняетесь, а потом открываете глаза, и вы почувствуете. Это практика есть такая, это очень хорошая такая практика. Вы с прошлого вытаскиваете состояние в сегодняшний день. В то же время, если кто-то сидит и думает, эх, раньше было лучше и трава зеленее, это уже не очень хорошая практика. Нет, это уже, во-первых, это не очень хорошая практика. А во-вторых, если человек раньше было так, а сейчас вот так вот, раньше было тоже много плюсов, но сейчас их тоже много плюсов. И минусов также было и также много. минусов было, и также плюсов. Поэтому Время-то меняется, поэтому надо быть гибким. Ностальгировать по прошлому, конечно, можно, но не сравнивать. ну и слишком сильно не уходить в убогость. Что такое убогость? Это когда человек постоянно плачет, ноет. Вот, а раньше у меня была работа, у меня была зарплата, а сейчас все тяжело. Это называется убогость. Но ведь есть же такие люди, которым нравится такое состояние, ну, что называется, им бы лишь бы найти свободные уши. Безусловно, есть такие люди. Ну, пусть будут. Без них тоже мир не интересен. Но как раз такие люди, многие приходят на консультации, да.
И в основном еще у таких людей бывает проблема вот это перекладывание ответственности, да, то есть и они хотят волшебную палочку, чтобы им конкретно сказать, что им делать по жизни. Ну, то есть выбор опять-таки перекладывают. Поэтому здесь тоже надо быть аккуратно с такими людьми. Что вас больше всего вдохновляет в перспективе 2026 года? Что нас с тобой вдохновляет? Что мы пережили 25-й и идем смело в 26-й. Да, идем смело 26-й, идем медленно, но верно к своей цели. А цели — это у нас групповые занятия, и мы их уже проводим потихонечку с нашими любимыми девочками. И самое главное, когда есть действие и есть результат. О, это самое Это приятное, вообще, кстати. когда у моих девочек есть результат, а якутцы у нас маленькие, знают. Буквально друг друга, да, с соседних улиц. Это вообще ты радуешься, что человек, прямо вот у человека все хорошо начинается. Вообще это самая хорошая такая Ну награда. да, мы тоже не сразу к этому пришли. А вот как раз-таки 25-й год Да. мы здесь маленькими шагами начали, ну, то есть действовать. да. Очень много учились, ну, вот я очень много училась. И пришли вот к телесной терапии. Я очень люблю поговорки и пословицы, то есть вас я могу назвать такими барышнями, которые долго запрягают, но быстро Да. едут. Да. Так и получилось, кстати. Так и получилось. Года 2 мы запрягались. Да, да. В 25-м вот мы начали. Но это хорошо, потому что мы же все люди, и мы тоже долго шли к первому шагу. То есть, ладно, планировать, говорить, это мы все можем. Вот я хочу, а вот встать рано утром, сделать действительно то, что ты запланировал, вот это самое сложное. И тем более, если ты делаешь что-то новое, это всегда очень будет страшно тебе, как бы ты себя не настраивал. Еще надо над собой работать. Марина изначально была клиентом моим. Да вы что? Да, Да. она Как была моей. обычно, Очень да, давно. так поворачивается Это жизнь? очень давно она была клиентом, потом она пришла и стала моей Воспитанницей. воспитанницей. И вот мы 2 года воспитываемся, и уже начали работать вместе. Мне подсказывает еще один звонок у нас есть. Добрый вечер. Вы тоже в эфире. Задавайте свой вопрос. Да, здравствуйте. Вот к слову про убогость. Что-то у меня этот год как-то не задался. Честно говоря, весь этот год я как-то немножко вот так убого чувствовала. Вот, и чтобы, значит, преодолеть этот кризис, посылала сигналы во Вселенную, но что-то как-то не получилось. Как вы думаете, все вот эти практики манифестации, они рабочие? И вообще стоит ли применять такое в собственной жизни? Здравствуйте, сейчас я вам отвечу на вопрос. У каждого человека, каждый человек пробует свои практики. Так же, как мы ходим, да, вот, ищем своего специалиста. Практики — это рабочие, но у каждого человека это своя практика. Что могу порекомендовать? То, что в 25-м году было у человека всякие препятствия, нужно сесть, выписать, какие и в чем были эти Слабые препятствия. стороны, типа того. Слабые стороны и для чего они были даны. Самое главное — осознать для чего и начинать действовать. Но быстро не начинать. Потихонечку, помаленечку. А практики, да, они рабочие. Вы знаете, время летит буквально незаметно, и я хочу задать, пожалуй, последний вопрос. Если бы можно было описать уходящий 2025 год одним словом или образом, что бы вы выбрали? Перепрошивка. Перепрошивка? Что-то, ну, если одним словом называть. Да. Это же был год змеи, вот заканчивается у нас. Но он действительно был такой, да, немножко змеиный. Змея же у нас Ну, говорят, что змея коварная. коварная, но в то же время она обходит острые углы. Поэтому здесь такой действительно очень много острых углов. Я думаю, не только у нас, но и вообще, в принципе, обходилась. Этот год 25-й научил людей обращать внимание на себя, между прочим. Нужно не забывать про себя. А мы всегда же думаем про работу, нам быстрее на работу надо. Да. Ну, я, пользуясь случаем, тоже скажу, да? Рост. Про змею мы можем сказать, что это рост? Да. Рост в плане эмоциональном, Ну, да, в каком-то личностном, что-то в этом духе. личностном, больше в этом. Потому что вот она такая коварная, хитренькая, и она у нас шкурку сбрасывает еще, да? То есть вот это тоже нужно не забывать. Потому что в год змеи очень у многих, я думаю,
поняли, кто они есть на самом деле. И, возможно, кто есть окружающие. Да, конечно. И как раз-таки к 26 году, чтобы вот в новом амплуа, так сказать, уже не змеином встречать. Валерия, Марина, я благодарю вас за то, что нашли для нас время 30 декабря в предновогоднюю пору. Вам Пришли спасибо за сюда. приглашение. Мы так хорошо с вами провели время. Хочу вам пожелать, чтобы ваш предстоящий год прошел как можно более удачно, продуктивно и перспективно. Приходите к нам еще. Спасибо большое за приглашение. Вам хочу пожелать, чтобы у вас все получалось. И ваше задуманное, которое у вас есть, чтобы действительно открылись там двери, и вы действительно начали делать. Спасибо. Спасибо До большое. свидания. Ну, на этом выпуск программы «Якутия в деталях» подошел к концу. С вами была Надежда Саханская. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем, чем живет Якутия во всех деталях.